Я бы немного хотел бы сказать о Рождестве все-таки, потому что здесь, может, есть люди, которые первый раз, знаете, кто-то говорит, и пастор наш очень хорошо, доходчиво до нас донес о том, что неважно, когда мы дату, все ищут дату, когда Иисус родился. Или 25-го празднуем, или 7 января празднуем, или еще какого-то там. Потому что и богословы, и теологи там пытались, и какие-то писатели, они пытались там копаться, что-то найти. Но никто точную дату не написал. И в Библии нигде не написана дата рождения. Хотя Библия – это 100% пророчество, они исполняются. Знаете, важна не дата, дорогие, а важно, когда, что произошло. Я думаю, нам нужно праздновать. Я, например, праздную Рождество по возможности каждый месяц. А может, нужно и каждый день праздновать Рождество. Знаете, это глупо, чтобы мы не праздновали Рождество. Во время войны, мой папа рассказывал, было много детей, которые родились и которые не знали день своего рождения. Ни дня, ни месяца. Они примерно знали года, но ни дня, потому что никто в то время не регистрировал и не писал. И люди эти сами, они себе придумывают. Вот я хочу в мае, вот 7 мая там, или 9 там, или в июне. Каждый выбирал сам себе дату, месяц и дату рождения. И сегодня через сатану сатана пытается украсть это Рождество, самое главное в этом Рождестве. Кого хочет украсть? Он хочет украсть, чтобы там не было имени Иисуса Христа. И этот праздник в Европе, он превратился в такой. Праздник к нам приходит, Санта-Клаус едет к нам, подарочки нам везет, и песни, пляски, красота, лепота. Знаете, я вот когда был в Москве, и как-то тоже пастор об этом говорил, и даже на открытках я видел, что написано на английском. Да, я на английском читать не умею, но, слава Богу, были студенты, которые хорошо в совершенстве владели английским, и они, читая, говорили, здесь ничего не сказано о Рождестве. Я английским не владею, и поэтому не буду говорить об этом. Вот. Почему это произошло? Потому что западное общество, оно пыталось угодить всем религиям, всем людям. И чтобы угодить, они пытались убрать оттуда Иисуса Христа. Знаете, я слышал одну такую потрясающую историю, и эта сестра, она сейчас служит в Москве. Она, когда была маленькая, еще 90-х годов, и она была верующей, и она в саду испортила всем праздники. Когда там всем раздавали, и говорили, Дед Мороз, подарки нам принес. И она сказала, не врите, и нам подарки только Иисус принес. Но нет Дед Мороз. Знаете, и она несла. Знаете, что интересно? Что многие дети с этого детского сада, они стали верующими. Потом она пошла в школу, и в школе также она продолжала. И в школе также многие ее одноклассницы уверовали в Бога. И когда она пошла учиться в институт, и там уверовали люди, потому что она несла этот свет, она несла этого Христа. Она несла его в своем сердце, этот свет, эту жизнь, который в ее сердце бился. И она не боялась, она смело говорила об этом, и много-много людей спасалось. Я хочу, чтобы мы открыли 1 Тимофея 3 главу, 1 Тимофея 3 глава, и там написано в 3:16, написано, Тимофея, я сказал 3:16, да? Да, вот. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
Слава Богу. Знаете, вот эта тайна, она для нас открыта, а для этого мира она не открыта, что он родился, пришел. Этот мир, он не может понять, как Бог пришел в этом маленьком ребенке. Как? Они не могут этого понять, они не могут вместить. Как маленький Бог, такой величественный Бог, и пришел к нам в этом маленьком ребенке, чтобы спасти нас. Так спасение Ему нужно, а не нам. И вот эта тайна, она открылась нам. Слава Богу. Бог передал это послание кому? Бог передал это послание через ангела. Ангел передал Марии, этой девушке. Мария приняла это послание, зачала Духом Святым и родила Иисуса, Сына Божьего. И Бог стал похожим на человека. Почему Он стал похожим на человека? Чтобы мы стали похожими на Бога, обожествились. Чтобы мы стремились к этому, чтобы мы двигались к этому. И поэтому моя проповедь сегодня называется «Божье предназначение для нашей жизни». Но прежде Он служил здесь и ходил здесь по земле до 33 года. И в 12 лет он пришел, когда в храм, он по обычаю открыл книгу, и он сказал, и прочитал из Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И лето благоприятное – это юбилейный год. В юбилейный год все прощалось. В Израиле в юбилейный год он доставал через 50 лет. И все долги, они прощались. Какой бы огромный ни был бы долг, он прощался этой семье, этому роду. И Бог, Он пришел и умер на кресте. В Иоанна 3,16 сказано. Что сказано? Студенты, дорогие, что? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему? Потому что я хотел бы показать, вот, проиллюстрировать просто. Знаете, вот наша жизнь, она такая. Как написано в Исаии, наша праведность, как запачканная одежда. Как запачканная одежда. Наши мысли, наши слова, наши действия, наши поступки. Она как запачканная одежда. И Иисус явился для того, чтобы очистить и осветить. И Он умер на кресте, чтобы мы стали праведными. Чтобы мы стали праведными. И Он очистил весь наш грех. Он говорит: придите ко мне, и я вас убелю, и вас очищу, освящу. Если вы захотите, только если вы захотите, придете ко мне, я все сделал на кресте, возьмите это. И я хотел бы прочитать местописание, давайте мы прочитаем местописание из Иеремии 29 главы, Иеремии 29 глава, хорошее местописание. Иеремии 29 глава. Иеремии. Иеремии 29 глава. И прочитаем 11 стих. И Бог говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Он нам не просто так умер на кресте. Он нам хочет дать будущность и надежду. Он нам хочет. Знаете, у нас есть намерения. Мы живем своими намерениями. Вот так же, как и продолжаем жить. У нас есть свои намерения. Она как запачканная одежда. Наши намерения. Но Бог так не хочет. И сатана, он всегда толкает, чтобы мы
жили, потому что есть только Божье или есть только дьявольское. Есть или ты в банде бандформирования, или ты в Божьей команде. Или ты в дьявольской бандформировании находишься. И Бог говорит, вот твои намерения где должны быть? Со мной или с сатаной? И мы чаще всего в этом мире, не зная Бога, мы жили так. Наша праведность, самоправедность была как запачканная одежда. Мы ходили, поступали так, мы обманывали, мы лгали, мы крали, мы ссорились, мы говорили всякие гадости. Но придя к Богу, Он нас очистил, Он нас убелил. И Он не хочет, чтобы мы жили этими намерениями. Он хочет, чтобы мы жили Божьими намерениями. Наши намерения – это похоть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы хотим так жить? Нет, мы хотим жить по духу, по истине, по любви. Мы хотим жить, чтобы Бог жил внутри нас. Этот маленький Бог, который родился, чтобы жил внутри нас и нес этот свет. Давайте мы откроем Римлянам 11 главу, Римлянам 11 глава, и прочитаем там потрясающий апостол Павел пишет нам. 11 глава, 33 по 36. О, бездна богатства. Он говорит, бездна богатства. Чего? Нету дна. Дна нету. Понимаете, дна нету. Бездна богатства, милосердия, Его любви, Его прощения, Его принятия. Оно настолько великое. О, бездна богатства и премудрости. Премудрости в чем? Премудрости спасения. Как Он мог такой план спасения? Сам Бог спустился с небес. Это в голове не может уместиться. Сам Бог спустился с небес. Родился в хлеву. Смирил себя. И показал нам, как нужно жить. Чтобы мы стали похожими на Него. О, бездна богатства и премудрости, и ведение Божье, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Как? Он говорит, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли, дорогие. Но я хочу, чтобы я жил внутри вас. Хотите ли вы это? Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Его? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Мы Ему ничего не дали. И ничем не можем Ему отплатить. Ничем не можем Ему отплатить. Бог, Он есть источник. Он источник. Начало всего. Это самый лучший источник. Но мы бежим. У нас такая плоть, у нас начинается, у кого гонка вооружений, у кого лучший телефон, у кого крутая тачка, гонка вооружений у нас начинается, и мы соревнуемся, смотрим, похоть очей, смотрим, завидуем. Нет, чтобы радоваться в Господе. Слава Богу, что вы купили крутую машину. Слава Богу, что у тебя такой крутой телефон. Слава Богу, что у тебя квартира, что у тебя дача. Но не завидовали и не радовались. Да, у него дача сгорела. Как классно. Хвастался дачей своей. Но мы должны уметь радоваться, потому что Он источник. И также Бог, Он проводник. Он проводник. Им все поддерживается, им все движется. Без Него никак. Он не только источник, Он еще проводник. И Бог, Он цель всего. Цель всего. Конечная цель – это примирение. Чтобы мы, Бог, Он хочет, чтобы все люди спаслись и познали истину. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его намерение во благо. А дьявола намерение, чтобы украсть, убить и погубить.
Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. И наши намерения должны быть или мы в Божьей команде, или мы находимся с дьяволом. Другого третьего не дано, нейтрального нету. Давайте посмотрим, как Давид видел Бога. И мы увидим Бога в своей жизни. Увидим, услышим. Это очень интересно. Когда мы так читаем, Псалом 138, мы когда читаем и смотрим на это, Псалом 38, и здесь с 1 по 10 почитаем, будем читать, здесь написано: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли я». Даже когда мы на отдыхе, мы всегда должны искать, где церковь. Мы когда ездили всей семьей на отдых, мы всегда ищем церковь, как бы она далеко не была. Мы должны поехать в церковь, мы должны почтить Бога. «Иду ли я, отдыхаю ли я, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь ли на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Это Его воля. Он всегда хочет быть с нами. Он всегда хочет быть с нами. Он всегда хочет быть с нами. Он хочет, чтобы мы жили в Его праведности. Он хочет, чтобы мы жили в Его милости. Он хочет, чтобы мы несли Его свет. Он хочет, чтобы мы ходили вместе с Ним. Он хочет. Куда бы я ни пошел, Он говорит: я с тобой. Куда бы ты ни пошел, я с тобой. Отдыхаешь ли ты? Поехал ли ты куда-то? Кушаешь ли ты? Работаешь ли ты? Учишься ли ты? Я везде всегда с тобой. И я хочу, чтобы ты не врал. Я не хочу, чтобы ты лгал. Я не хочу, чтобы ты говорил гадость. Я не хочу, чтобы ты ссорился. Я не хочу, чтобы ты сплетничал. Я не хочу. Я все забрал на крест. И я хочу, чтобы ты жил по Слову Божьему. Время, знаете, здесь написано: куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни пошел, я везде, куда бы ты ни пошел, я везде с тобою. Что самое ценное в этом мире? Говорите громче, громче. Время. Самое ценное – это время в этом мире. Время – это показатель любви к Богу. У тебя есть время читать Слово Божье? Вот честно, нам нужно признаться в этом году. У меня есть время читать. Показатель любви к Богу – это насколько ты любишь Его Слово, насколько ты читаешь Его Слово, насколько ты проводишь время в молитве, насколько ты стремишься что-то делать для Бога, чтобы нести этот свет. Бог, Он рядом. Как и Он так далеко, говорит, бездна, Он рядом. Любовь проявляется в объятии твоих детей, когда ты обнимаешь своих детей, обнимаешь свою жену, когда ты говоришь ей добрые слова, Бог проявляется в этом очень сильно. Мы иногда так ждем с неба что-то такое, огонь сойдет там. Но любовь Божья, она проявляется через твои руки, через твои слова, через твои действия, через твои подарки. Бог проявляется в простоте, мелких каких-то вещах. Бог проявляется. Но когда ты ищешь и находишь это слово, когда ты читаешь, ты понимаешь,
что нужно жить так, поступать так. Жить так, поступать так, нести это слово. Нести это слово. И Бог хочет украсть это время. Сатана хочет украсть это время. Чтобы вы не читали время. Читали. Он что делает? Он через вашу плоть вас атакует. У меня лень, как говорят, Библия это сонник. Почитал и уснул. Лень. Дела плоти, они известны. Какие это? Лень, беспокойство, неверие, сомнение, распри, ссоры, сплетни, пьянство, блуд. Вот дела плоти такие. Новый год идет. И готовимся к этому Новому году. Знаете, Бог, Он видит здесь величие Божье, величие. Давид видит здесь величие Божье. Когда мы читаем здесь, у нас должно быть время для Него. Всегда. Когда мы читаем, мы видим здесь величие Божье. Такой великий Бог, и Он все время рядом с нами. Все время сопровождает нас во всем. В этом величии вы увидите себя, свое призвание. Вот здесь наше призвание. Когда мы видим, Бог умер за нас, и Духом Святым, Он послал Духа Святого, и Дух Святой ведет нас во всем. Его величие, Его сила. 13-14 стих читаем. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Смотрите. Ты устроил внутренность, соткал меня в чреве. Он видит, настолько видит себя внутри матери. Бог настолько величественный, Он дает Давиду это увидеть. 16 стих. «Зародыш мой видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Как так может быть? Скажите, как так может быть? Вы можете вот своими мозгами дойти до этого? Как? Он здесь написано. «Зародыш видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни мои». Он записал еще, когда ты не родился, все дни Твои, все дела Твои, все Твои поступки. Все записано уже, все. Когда ни одного из них еще не было. Вот это и есть будущность и надежда. Он говорит, у меня есть намерение во благо, а не на зло, на будущность и надежда. Он говорит, я вам даю это. Я вам говорю об этом. И у нас есть будущность, у нас есть надежда. Слава Богу, что не только мы сами, если мы бы сами отдельно двигались, но мы вместе, как семья, как церковь, двигаемся в этом. 23 и 24 стих здесь прочитаем. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Не каждый так хочет молиться. Это моя молитва последнего времени. Я все время молюсь этой молитвой. Вы видите ли, сколько людей падает? Великие, сильные люди падают. Но мы в Боге. Мы должны держаться за Бога. Если я скажу, я сам уже, я все знаю, я духовный уже, то я уже упаду, если я говорю, я все знаю. Я Библию все знаю, я Писание хорошо знаю, я много книг читал там. Но я уже упал. Писание написано об этом. Ты уже упал, если ты так говоришь об этом. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и познай помышления». Сейчас вот в этом мире, смотрите, творится. Один за другим падают великие люди, кажется, которые писатели, проповедники. А сколько братьев и сестер. И в этом мы должны держаться за Бога. Крепче. Чем дальше, чем крепче. Двигаться за Ним. Иеремия, прочитаем Иеремия, 1 глава, и прочитаем там
с 5 по 8 стих. С 5 по... «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Он говорит, прежде ты, чем в чреве появился матери, я тебя уже знал. Знаете, почему так происходит? Потому что Бог живет вне времени. Он дал нам время, зная, что мы такие люди. Нам нужно время, нам нужна дисциплина. Но потому что это с грехом пришло. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком, для народов поставил тебя». Представляете, он прежде знал. Юля, он знал, что ты будешь. Ты не знала, к сожалению, большому. У тебя были свои намерения. И у дьявола были свои намерения. На тебя, на вашу семью. И у каждого так же. У каждого так же. У дьявола были свои намерения. Идет борьба. Там идет война. Духовная война на небе идет. За каждую душу. За каждого из вас идет война. Страшная война идет там. За каждого из нас идет война. Он не хочет, чтобы вы встали и разрушили дела дьявола. Потому что когда мы приходим к Богу, вы все приходите к Богу, вы разрушаете дела дьявола. Вы несете свет. Прежде всего приходит вы меняетесь, ваше мышление меняется, ваши слова меняются, ваши действия меняются. И вы начинаете влиять через какое-то время на своих детей, на своих родных и близких. Вы начинаете нести этот свет, эту жизнь этим людям. Когда бьется ваше сердце, вы несете эту. Его жизнь, его свет вы несете своим родным, обнимая их, говоря им добрые слова, покупая им что-то, ободривая их. И вот он говорит, а я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод. Узнаете себя, да? На домашних группах сидим. Ты будешь молиться? А я еще не умею. Вот хороший клип сняли, молодежка. Вообще супер. Просто смотришь, я его в свое время от времени смотрю. Кто будет сегодня молиться? А я не. А ты. А это он будет молиться. И на домашках также. Берите ответственность. Начинайте молиться, не бойтесь. Здесь на библейских курсах, когда вы здесь проходите, молитесь, начинайте. Вот мы на последней домашке, а я не умею говорить. Начинай, просто одно слово скажи. Спасибо, Бог. 2 слова, все. Больше не надо, но это от сердца сказать нужно. От сердца. Я человек, который косноязычный и вообще все, на одних матах, жаргонах разговаривал. Я только 1 и 2 слова думаю, как бы только что-нибудь не сказать такое, чтобы все здесь не упали в обморок. И вот думаю, надо. И все время я говорил, спасибо, Господь, спасибо. Брат, у тебя есть еще что-нибудь сказать? Каждый раз спасибо, Бог, да спасибо. А что еще сказать? Это самое хорошее слово «спасибо, Бог». Ну, я больше ничего не могу прибавить. У меня 3 какое-нибудь слово коварное выйдет. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Бог говорит, не говори, что ты молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Вот Он говорит нам, не бойся, я всегда с тобою. Я всегда рядом, как мы в Псалме 138. Пойдешь ли ты в столовую, пойдешь ли ты в гостиницу, полетишь ли ты на самолете в Дубае, поедешь ли ты через Крымский мост на машине? Я везде с тобою. Везде с тобою. Я всегда рядом с тобою. Я всегда тебя благословлю. Я всегда тебя защищу. Я всегда тебе
буду рядом. Только если ты этого хочешь. Он насильно никого не заставляет. Он не насильник. Он не тиран. Он всегда предлагает. Хочешь ли ты, Олег, быть со мной? Хочешь ли ты поступать так? Хочешь ли ты просить прощения? Хочешь ли ты обнимать? Хочешь ли ты говорить? Хочешь ли ты служить? К каждому он обращается и говорит, не бойся, я с тобою. Я с тобою. О. Но чтобы все это исполнить, нам нужно свою часть исполнять. И вот Римлянам мы посмотрим. Римлянам 12 глава. Слава Богу, студенты все это знают. Но повторение, мать учения, это очень классно. Даже сейчас, учась в библейской школе, я учусь, да, я вам хочу сказать, это вот, я, кажется, матерый такой уже такой, мамон, да, но мне просто потрясает, честно я вам говорю. Он потрясает, потому что ты вдохновляешься, ты понимаешь, что ты где-то забыл, где-то отстал, где-то засох маленько, и вот оно тебя, так, знаешь, тебя подталкивает, Дух Святой говорит. Вот. Давайте Римлянам откроем 12 главу и прочитаем 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Это что для разумного служения вашего? Представьте тела ваши. Это полное посвящение, дорогие мои. Полное посвящение. И не сообразуйтесь с веком сим, но, где стоит но, очень огромное но. Знаете, когда Иисус был в Гефсиманском саду, и когда Он молился, потому что Он не хотел идти на крест, Он был 100% человеком и 100% Богом, но Он ощущал все эти боли, все эти переживания, и у него в молитве капли крови, пота и крови со лба выступали. И он говорил, Отец, может, минует чаша сия. Но потом, на секунду, и потом он понял, нет, но я, пусть это исполнится. Пусть исполнится полное посвящение того, что должно было совершиться в его жизни. Он знал, на что он идет. И он знал, он, конечно, бы не отступился. Но он показывает, что мы люди. И он переживал это. И мы можем пройти. Но он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, да, вот с дьявольской, с этой системой. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Она преображает, только она пробуждает, как мы сегодня здесь классно, да, прославляли. Она пробуждает просто. Она пробуждает Его воля, благая, угодная и совершенная, преобразует нас. Это колоссальное но. Знаете, я когда пришел к Богу вначале, и я через какое-то время вообще друзьям перестал ходить. Ну, не ходил. Но я понимал, потому что мне мудрый один человек сказал, не ходи, ты слабенький, они тебя утащат там. Тебе нужно окрепнуть маленько. Пойди в библейскую школу, подучись немного. Потому что я ходил к ним, и они меня пинали. Просто-напросто меня пинали. Просто-напросто меня опускали. Просто. И я ничем им не мог ответить. Но когда я учился в библейской школе, когда я начал познавать Бога, когда я стал близко ходить с Ним, тогда я пошел к ним. И тогда они стали спасаться. И они тогда стали спасаться. Писание говорит, Псалом 1, да, мы не будем открывать, там написано, что блажен муж, блажен – это счастливый человек. Блажен, ты счастливый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Не надо советоваться с нечестивыми, с их идеями, с их планами. Есть что-то хорошее нам нужно брать с этого мира.
Нам нужно учиться. Также Иисус об этом говорит. И они проворные сыны, да, вот этого мира. И нам нужно брать какие-то зерна. Вот. Нам нужно иметь баланс, балансированное христианство. Духовный ты, когда ты понимаешь, но не ходить. И вот это, он мне показал этот псалом, и он сказал, вот, Олег, читай. Не ходи на совет нечестивых, не советуйся с ними, потому что, приходя к ним, они всегда мне давали советы. И так делай, вот так делай, вот так делай. А потом, когда я стал пастором в Бердянских, и они мне сказали, о, классно устроился, давай будем вместе доить этих коров. Я говорю, нет, дорогие мои, я уже крепкий был. Я сказал, нет, идите там. Я их никого в обиду не дам, я здесь лягу. Но никого не дам в обиду. Второе, вот первое, не ходит на совет нечестивых. Второе, не стоит на пути грешных. Он не участвует в их поступках, не пойдет с ними. Третье, не сидит в собрании развратителей, не остается в их постоянном месте разврата. Мы должны уходить оттуда. Если ты слабый, лучше уйди оттуда. Если ты сильный, ты можешь туда принести свет, и люди будут спасаться. Когда я укрепился, я пошел, и люди стали спасаться. И многие из них стали служителями. Они служат в городах, пасторами, в тюремном служении. Куда мы тратим свое драгоценное время? Куда? Куда? Дорогие мои, что посеешь? Бог поругаем не бывает. Что ты посеешь, то ты и пожнешь. Если ты картошку сеешь, ты картошку пожнешь. Ты не можешь клубнику пожать. Также, если ты зло сеешь, то ты зло пожнешь. Если ты сеешь добро, если ты, какое самое первое, самое быстрое вот это сеяние, какое? Чтобы пожать быстро, нужно улыбнуться человеку. И человек быстро тебе улыбнется. Это самая быстрая посадка и быстрое пожатие. Нам нужно быть такими христианами, чтобы мы быстро делали это, что учились этому, чтобы стремились к этому, чтобы мы не тратили время просто так. Нам нужно правильно инвестировать свое время, инвестировать в Божье, чтобы принести плод в свое время. Вот. Ищите прежде Царство Божье. Бог, Иисус говорит, ищите прежде Царство Божье. Остальное все приложится. Машины, квартиры, все приложится. Золото, серебро, кто что любит, да? Одежда, кто-то любит брендовую одежду носить. Все это будет прикладываться. Но прежде Царство Божье искать. Прежде Бога. Вот. Чем больше мы живем по плоти, тем огромная пропасть между Богом и нами. Мы не должны жить по плоти. Мы должны стремиться к Богу. Вот. Нам нужно пропитаться Богом. Как скажете вы? Давайте откроем Ефесянам. Нам нужно пропитываться Богом. Ефесянам 3 главу откроем. Ефесянам 3 глава и 20 и 21 стих почитаем. Здесь написано, просто, я не знаю, если вас это не потрясает, меня это просто потрясает, мне просто взрыв, когда я вот это читаю, мне взрыв происходит. Я не знаю, что вас еще может взорвать, если это Слово Божье вас не взрывает. Вот здесь написано, а тому, кто действующий в нас силою, в нас действующий, вот здесь эта сила, действующая в нас силою Духом Святым, сможет несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, или о чем мечтаем. Он намного больше может дать того, о чем мы думаем, о чем мы помышляем, о чем мы мечтаем. Мы мечтали об одном, а Он дал еще больше. Он дает еще больше и круче. Тому слава Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. И последнее местописание, притчи 29 глава, откроем, будем заканчивать. Притчи 29 глава и 26 стих прочитаем. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Слышите? Многие правителя
Знаете, мы люди так устроены, мы ищем, у кого круче связи, у кого какие-то есть, да, вот, денежки, кто какую занимает должность. И мы ищем лица этого человека, чтобы что-то получить. Мы ищем. Но здесь написано, судьба человека от кого? От Господа. Предназначение Божье только от Господа. Когда мы верим, мы доверяем свою жизнь Ему, и тогда наша жизнь, она коренным образом изменяется. И в конце я рассказывал эту историю, хотел бы вам рассказать. Знаете, кто полагается на людей, тот ставит себя в зависимость от требований этих людей, от прихоти этих людей. Но когда мы к Богу идем, у Бога нету никаких требований к нам. Он говорит, придите ко мне и рассудим. Придите ко мне, все обремененные, труждающиеся. Знаете, когда мы идем к людям, у нас есть широкий путь. Им легко идти, и это короткий путь. Мы всегда хотим коротким путем получить. Знаете, Элвис Пресли, у него отец был служитель, он ему гитару подарил, он в церковном хоре пел, он пел классно очень, супер. Но дьявол пришел к нему и сказал, есть короткий путь, и ты прославишься. Брось эту гитару. Славить Бога брось. А так, ты прославишься. И он выбрал короткий путь, широкий путь, который привел его в погибель. И также много-много людей известных, которых они, особенно на Западе, в Америке, все их родители, дедушки были верующими, но они выбрали путь, звездный путь. Звездный путь. И я хотел бы вам рассказать историю. Я рассказывал как-то, может, 2 года тому назад, рассказывал эту историю про монаха, католического монаха Максимилиан Колбе. И его немцы арестовали, посадили в Освенциме, он там был в Освенциме, сидел, он там образовал группу верующих, там, пытался всегда помочь людям, молился за них, поддерживал их всегда Словом Божьим, молился за них, поддерживал. И в один день с одного блока один убежал. И когда кто-то убегал, они наказывали, они вывели всех на плац и сказали, вот кто знает, куда он убежал, скажите, тогда мы вас отпустим. Они простояли там часа 3, потом начальник Освенцима сказал, мы принимаем решение, там был такой порядок, будет казнь, 10 человек из-за того, что убежал этот человек. Но в действительности потом выяснилось, этот человек, он просто в яму попал какую-то и там умер. Он не убежал. И, он сказал, вот 10 человек выходите, и вы будете наказаны без еды, без ничего, будете сидеть там вот в яме какой-то, там яма или карцер какой-то, блок какой-то был, специально для наказания. И он выбрал 10 человек, просто вот так вызвал, и там был один такой польский сержант Франтишек, он попал в плен, и он был там. И он стал плакать, стал рыдать, говорит, Господи, у меня жена, у меня дети, пожалуйста. И Максимилиан Колби, этот католический священник, он сказал, унтер-офицер, можно я вместо него пойду? Я уже пожилой человек, а он уже, у него есть дети, жена. Он сказал, проблем нету. И он пошел туда, и когда их посадили в эту яму, он там им проповедовал, они пели песни. И потом они друг за другом начали умирать. И очень долго не умирали они 4. Он, еще 3. Они, этот католический священник, и они пели там. Они
прославляли Бога. Весь лагерь просто, они в шоке были. И чтобы начальник сказал, прекратите это безобразие, умертвите их, а то лагерь сбунтуется. И они пошли, и инъекции ввели, и эти 4 человека тоже так же умерли. И потом его потом канонизировали в лик святых, этого Максимилиана Колби. И в 1982 году в Ватикане, когда это делали не публично, папа Иоанн II, он там на Ватикане вышло 200 тысяч человек, и они там все стояли, и они как раз рассказывали эту историю про этого, канонизировали его. И там стоял этот Франтишек, до которого он умер. И у него стояли дети его и внуки его. И он сказал, вы здесь, потому что из-за этого человека, но из-за Иисуса. Вы прежде всего здесь из-за Иисуса. Вы здесь, ваши дети, ваши родные. Мои дети, которые родились в Боге, я должен был умереть, но они родились в Боге. Иворочка, Дариночка, Лисейка, Феня, Елисейчик. Я им всегда говорю, вы родились, потому что Бог пришел в мою жизнь. Он пришел в мою жизнь, очистил меня. Когда я был таким, со своими мыслями, со своими намерениями. И я думал, я крутой. Я самый богатый, думал. Хотя нищий был. Но богатый был на неделю. Что-нибудь ограблю, возьму. Грязные мысли про женщин. Простите меня. Женщины, от всех мужчин прошу прощения. Простите. И Бог пришел в мою жизнь. И одел меня в одежды праведности. Принес свет в мою жизнь. Принес любовь. И это передается, как Франтишек сказал. Это из-за него. Только из-за него. Только он может так одеть в эти одежды.